организаторы, руководители, тренеры, участники сборной команд третьего чемпионата мира по массрестлингу. Примите сердечные поздравления с вашим приездом и участием в чемпионате, послужением одного из красивейших, зрелищных, азартных видов национального спорта народов Якутии масс-рестлинга. Разрешите от имени главы Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева и Организационного комитета по подготовке и проведению третьего чемпионата мира по масс-рестлингу поздравить вас с началом работы Международной научно-практической конференции. Для меня большая честь приветствовать всех участников данной конференции и открыть ее, прежде всего потому, что небывало высокий уровень соучредителей этой конференции, состав участников, которые находятся в зале. Национальные виды спорта в Якутии зародились в процессе жизнедеятельности населения Северного края в экстремальных климатических условиях. Никто, кроме нас, северян, не умеет так любить холод. А почему мы любим холод? Потому что холод нам дает тепло. Тепло наших душ, тепло наших сердец. Наше якутское тепло, которое умеет так растопить лед, позволяющее сделать наш национальный вид спортом, который выходит на мировой уровень. Особые слова благодарности глава республики высказывает при открытии научно-практической конференции Валерий Пантелеймонович Иванов. Потому что благодаря всестороннему содействию последовательной политики Министерства спорта России, главы и правительства республики, за короткий срок национальные виды спорта, в том числе и масс-рестлинг, Спасибо, Владимировна. Приветственное слово предоставляется председателю постоянного комитета спорта республики. От имени Государственного собрания Ильтюмень, от имени Федерации масс-рестлинга России, разрешите поздравить вас с праздником спорта с открытием научной практической конференции. Национальные игры имеют многовековую историю. Они сохранились до наших дней, со времен глубокой страны, передавались поколением в поколение. В настоящее время уделяется огромное внимание развитию спорта, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни. Поэтому молодое поколение, дети начинаются задумываться о своем здоровье, занимаясь разными видами спорта. Данного вида спорта. В последние годы масс-рестлинг распространяется по планете за пределами своей родины. Отрадно, что дальними здоровьем при содействии Международной Федерации и с подачи американского стронгмена Отто Хогена, голливудский актер, политик, спортсмен Арнольд. В Казахстане за продвижение масс-рестлинга взялся заведующий кафедрой физвоспитания Казахской британской академии Талап Сайфуллович Иматулиев, играм дети Азии. Индия крупнейшая в мире страна, территория ее чуть больше нашей республики. Но наследие якутской борьбой Хапсагай молодой борец Хасан Хусейн увлекся масс-рестлингом в течение короткого промежутка времени.
времени с апреля-сентября 2018 года любви к нашему виду и уважения к родине нанес свет на спину татуировку на языке саха «Аганда-Верниме» «Никогда не сдавайся». Юха из-за посредством, чтобы пройти обучение, Юха участвовал в чемпионате 2014 году. Сборную вводит Федерация массрестлинга «Фанат силовых видов» Валерий Газаев. Рвением, упорством и преданностью успешно занимается, любил, получил признание во всем мире. Думаю, что если так и будет продолжаться, то в скором времени он пополнит список олимпийских видов спорта. Уровня станет настоящим праздником спорта, мира, единения, даст толчок развития данного вида спорта по всей планете Земли. Отрадно, что каждый год спорта Республики Саха-Якутия Григорьеву Иннокентию Юрьевичу. Реалии сегодняшнего дня доказывают, что спорт не стоит на месте. Он постоянно меняется, прогрессирует. Уже сейчас мы с вами становимся свидетелями его стремительного развития. То, что вчера казалось невозможным, сегодня сбывшаяся реальность. Наш масс-рестлинг, наш ТРДИ, живет и существует в этой реальности. Мы свидетели его поступательного и динамичного развития. Сегодня масс-рестлинг является одним из имиджевых продуктов Российской Федерации и Республики, которые способны конкурировать на международной арене. Пользуясь партнерам в странах, ученым за огромный вклад внесенный в пропаганду и продвижение развития масс-рестлинга. Сегодняшняя международная научно-практическая конференция создает платформу для развития науки масс-рестлинга, новых достижений в этой области. Обмен мнениями по актуальным проблемам взаимодействия государственных и общественных организаций по развитию масс-рестлинга на современном этапе, на международном уровне создадут новые направления и возможности развития. Академии физической культуры, президенту Российского студенческого спортивного союза, академику Валерий Михайлович, Иннокентий Юрьевич, уважаемые коллеги, участники конференции. Знаете, вообще все ораторы делятся на две категории. Ко второй категории отношусь. Не успел, естественно, ничего приготовить. И, знаете, у меня какое-то странное ощущение, когда я вот стал в последние разы прилетать в Республику Саха-Якутию, у меня такое ощущение, что... И, наверное, вот сегодня, когда олимпийский спорт, олимпийское движение находится в определенном тупике, когда вот референдумов, сегодня 26-й год, зимние игры проводить может получиться так, что негде. Народ высказывается более 80 последнего времени, связанные с олимпийским спортом, с этими дисквалификациями через 10 лет, лишениями медалями, скандалами. Во многом повезло вдвойне, знаете, как в одном флаконе сразу две составляющие, он и не олимпийский, он и национальный вид спорта. И впитал в себя национальности, народа, ценности данного региона, где проживает этот народ, где проживают эти люди. И мне кажется, там, вот когда такая глыба, тут уже никакие ни ВАДА, и никто вообще это разрушить будут не в силах. Поэтому мне очень... Становление, развитие, популяризацию масс-рестлинга, что первые две диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогичные в один день у нас в Академии. И вот, то есть мы тоже внесли такой вклад в развитие становления масс-рестлинга. Масс-рестлинга, почему у нас в календаре, где мы проводим очень много соревнований всероссийских среди студентов по многим видам спорта, и по олимпийским, и по неолимпийским, у нас до сих пор не нужно, залы не нужны. Я думаю, что желающих будет очень много. Поэтому, Михаил Ильич, давайте мы в календарь Российского студенческого спортивного союза включим всероссийские соревнования по масс-рестлингу. А когда пройдет 5 чемпионатов мира по масс-рестлингу, уже тогда можно в масс-рестлинге задуматься, как включать программы всемирных универсиад, как вот дополнительный вид спорта. Дай Бог, чтобы это когда-то и было. Поэтому я желаю, чтобы масс-рестлинг развивался, чтобы те традиции, которые выросли, скажем так, из недр Республики Саха-Якутия, эти традиции культурные, спортивные,
Вот, знаете, мне еще одна вещь, которую я хочу сказать. Мне очень нравится, что все спортивные мероприятия в Республике Саха-Якутия уже много лет проводятся, знаете, как бы в русле одной управленческой парадигмы, которая зародилась, когда состоялись первые игры «Дети Азии». Всегда, когда проводятся какие-то крупные соревнования, вот как сейчас масс-рестлинг или комплексные, как «Дети Азии», всегда этому приурочено проведение научной конференции либо конгресса. Это лишний раз говорит о том, я не знаю, кто у кого украл этот слоган, но у нас в РСС есть слоган «Спорт, образование, культура». Что студенческий спорт, спорт, образование, культура. Поэтому образование – это конференция, спорт – это чемпионат, культура – это мы видели в начале, и это вообще все вид спорта, выросший из недр якутской культуры народной. Я желаю, чтобы так дальше было. Дай Бог вам всем здоровья, процветания, успехов, студентам закончить вуз, получить профессию, работать по профессию на благо своей родной республики. Уруй Айхал! Уважаемые, дорогие организаторы, руководители, тренеры, участники сборной команд третьего чемпионата мира по масс-рестлингу, примите сердечные поздравления с вашим приездом и участием в чемпионате, обсуждением одного из красивейших, зрелищных, азартных видов национального спорта народов Якутии масс-рестлинга. Разрешите от имени главы Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева и Организационного комитета по подготовке и проведению третьего чемпионата мира по масс-рестлингу поздравить вас с началом работы Международной научно-практической конференции. Для меня большая честь приветствовать всех участников данной конференции и открыть ее, прежде всего потому, что небывало высокий уровень соучредителей этой конференции, состав участников, которые находятся в зале. Национальные виды спорта в Якутии зародились в процессе жизнедеятельности населения Северного края в экстремальных климатических условиях. Никто, кроме нас, северян, не умеет так любить холод. А почему мы любим холод? Потому что холод нам дает тепло. Тепло наших душ, тепло наших сердец. Наше якутское тепло, которое умеет так растопить лед, позволяющее сделать наш национальный вид спортом, который выходит на мировой уровень. Особые слова благодарности глава республики высказывает при открытии научно-практической конференции Валерий Пантелеймонович Ван. Потому что благодаря всестороннему содействию последовательной политики Министерства спорта России, главы и правительства республики, за короткий срок национальные виды спорта, в том числе и масс-рестлинг, Спасибо, Владимир. Приветственное слово предоставляется председателю постоянного комитета спорта республики. От имени Государственного собрания Ильтюмень, от имени Федерации масс-рестлинга России, разрешите поздравить вас с праздником спорта с открытием научной практической конференции. Национальные игры имеют многовековую историю. Они сохранились
до наших дней, со времен глубокой страны, передавались с поколения в поколение. В настоящее время уделяется огромное внимание развитию спорта, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни. Поэтому молодое поколение, дети начинаются задумываться о своем здоровье, занимаясь разными видами спорта. Данного вида спорта. В последние годы массовость распространяется по планете за пределами своей родины. Отрадно, что дальними здоровьем при содействии Международной Федерации из подачи американского строумена Отто Хогена, голливудский актер, политик, спортсмен Арнольд. В Казахстане за продвижение масс-рестлинга взялся заведующий кафедрой из воспитания Казахской британской академии Талап Сайфуллович Иматулиев играм Дети Азии. Индия крупнейшая в мире страна, территория ее чуть больше нашей республики. Но наследие якутской борьбой Хапсагай молодой борец Хасан Хусейн увлекся масс-рестлингом в течение короткого промежутка времени с апреля-сентября 2018 года. Любви к нашему виду и уважение к родине нанес свет на спину татуировку на языке саха «Аганда никогда не сдавайся». Юха из-за океанские массовые, чтобы пройти обучение, Юха участвовал в чемпионате 2014 году. Сборную вводит Федерация масс-рестлинга фанат силовых видов Валерий Газаев. Рвением, упорством и преданностью успешно занимается, любил, получил признание во всем мире. Думаю, что если так и будет продолжаться, то в скором времени он пополнит список олимпийских видов спорта. Уровня станет настоящим праздником спорта. Мира, единения, даст толчок развития данного вида спорта по всей планете Земли. Отрадно, что каждый год спорта Республики Саха-Якутия Григорьеву Иннокентию Юрьевичу. Реалии сегодняшнего дня доказывают, что спорт не стоит на месте. Он постоянно меняется, прогрессирует. Уже сейчас мы с вами становимся свидетелями его стремительного развития. То, что вчера казалось невозможным, сегодня сбывшаяся реальность. Наш масс-рестлинг, наш ТРД, живет и существует в этой реальности. Мы свидетели его поступательного и динамичного развития. Сегодня масс-рестлинг является одним из имиджевых продуктов Российской Федерации и Республики, которые способны конкурировать на международной арене. Пользуясь партнерам в странах, ученым за огромный вклад внесенный в пропаганду и продвижение развития масс-рестлинга. Сегодняшняя международная научно-практическая конференция создает платформу для развития науки масс-рестлинга, новых достижений в этой области. Обмен мнениями по актуальным проблемам взаимодействия государственных и общественных организаций по развитию масс-рестлинга на современном этапе на международном уровне создадут новые направления и возможности развития. Академии физической культуры, президенту Российского студенческого спортивного союза, академику Валерий Михайлович, Иннокентий Юрьевич, уважаемые коллеги, участники конференции. Знаете, вообще все ораторы делятся на две категории. Ко второй категории отношусь. Не успел, естественно, ничего приготовить. И, знаете, у меня какое-то странное ощущение, когда я вот стал в последние разы прилетать в Республику Саха-Якутию, у меня такое ощущение, что... И, наверное, вот сегодня, когда олимпийский спорт, олимпийское движение находится в определенном тупике, когда вот референдумов, сегодня 26-й год, зимние игры проводить может получиться так, что негде. Народ высказывается более 80 последнего времени, связанное с олимпийским спортом, с этими дисквалификациями через 10 лет, лишениями медалей, скандалами. Во многом повезло вдвойне, знаете, как в одном флаконе сразу две составляющие, он и не олимпийский, он и национальный вид спорта. И впитал в себя национальности, народа, ценности данного региона, где проживает этот народ, где проживают эти люди. И мне кажется, там, вот когда такая глыба, тут уже никакие ни ВАДА, и никто вообще это разрушить будут не в силах. Поэтому мне очень... Вот
становление, развитие, популяризацию масс-рестлинга, что первые две диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогичны в один день у нас в Академии. И вот, то есть мы тоже внесли такой вклад в развитие становления масс-рестлинга. Масс-рестлинга, почему у нас в календаре, где мы проводим очень много соревнований всероссийских среди студентов по многим видам спорта, и по олимпийским, и по неолимпийским, у нас до сих пор сложное не нужно, залы не нужны. Я думаю, что желающих будет очень много. Поэтому, Михаил Ильич, давайте мы в календарь Российского студенческого спортивного союза включим всероссийские соревнования по масс-рестлингу. А когда пройдет 5 чемпионатов мира по масс-рестлингу, уже тогда можно в масс-рестлинге задумываться, как включать программы всемирных универсиад, как вот дополнительный вид спорта. Дай Бог, чтобы это когда-то и было. Поэтому я желаю, чтобы масс-рестлинг развивался, чтобы те традиции, которые выросли, скажем так, из недр Республики Саха-Якутия, эти традиции культурные, спортивные. И знаете, мне еще одна вещь, которую я хочу сказать, мне очень нравится, что все спортивные мероприятия в Республике Саха-Якутия уже много лет проводятся, знаете, как бы в русле одной управленческой парадигмы, которая зародилась, когда состоялись первые игры «Дети Азии». Всегда, когда проводятся какие-то крупные соревнования, вот как сейчас масс-рестлинг или комплексные, как «Дети Азии», всегда этому приурочено проведение научной конференции либо конгресса. Это лишний раз говорит о том, я не знаю, кто у кого украл этот слоган, но у нас в РСС есть слоган «Спорт, образование, культура». Что студенческий спорт – это спорт, образование, культура. Поэтому образование – это конференция, спорт – это чемпионат, культура – это мы видели в начале, и это вообще все вид спорта, выросший из недр якутской культуры народной. Я желаю, чтобы так дальше было. Дай Бог вам всем здоровья, процветания, успехов, студентам закончить вуз, получить профессию, работать по профессию на благо своей родной республики. Уруй Айхал! Уважаемые, дорогие организаторы, руководители, тренеры, участники сборных команд третьего чемпионата мира по масс-рестлингу, примите сердечные поздравления с вашим приездом и участием в чемпионате по служением одного из красивейших, зрелищных, азартных видов национального спорта народов Якутии масс-рестлинга. Разрешите от имени главы Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева и Организационного комитета по подготовке и проведению третьего чемпионата мира по масс-рестлингу поздравить вас с началом работы Международной научно-практической конференции. Для меня большая честь приветствовать всех участников данной конференции и открыть ее, прежде всего потому, что небывало высокий уровень соучредителей этой конференции, состав